Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как вы знаете, 16 ноября – это день рождения ЮНЕСКО, то есть Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 16 ноября 1945 года в Лондоне состоялась конференция, на которой был принят устав, и 37 государств подписали договор о поддержке данной организации. ЮНЕСКО – это единственная организация которая включает в свое название науку, которая поддерживает образование, культуру и продвигает знания социальных и гуманитарных культур, направленных на сохранение и укрепление прав и свободы человека, защищает культурные ценности. Эта идея отражена во всех программах ЮНЕСКО. Всемирное наследие ЮНЕСКО – это созданные природой или человеком объекты, в которых требуется повышенное внимание роли и сохранности. Это памятники цивилизации, культурные постройки, природные ландшафты, ценность исторической и экологической точки зрения. Мы, якутяне, очень гордимся тем, что наш проект, уникальный природный парк Ленские столбы попал в список всемирного наследия ЮНЕСКо. ЮНЕСКО также защищает нематериальное культурное наследие, это обычаи, традиции и языки коренных народов, исполнительское искусство, как пение и танцы и традиционные ремесла. Также мы тоже горды тем, что наш героический эпос Ланхо попал в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКо. Сегодня, 16 ноября 2022 года, в честь Дня ЮНЕСКо, Музей письменности и кафедра ЮНЕСКо Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова хотим анонсировать новый объект для включения в перечень всемирного наследия. Это объект Суруктах-Хая, который находится на левом притоке реки Лена, на реке Марха, в 100 километрах к северо-западу от села Хатын-Тумул Алекминского района. Уникальность этого объекта заключается в том, что на этой скале исследователи насчитали около 800 рисунков, которые оставлены древними людьми в раннее время. Рисунки датируются неолитом, бронзовым веком и ранним железным веком. Получается, что люди на протяжении нескольких тысячелетий целенаправленно подходили к данной скале, совершали свои культурные обряды, оставляли отношения и наносили эти рисунки. Эти рисунки делались в течение периода 4100 лет до 500 лет до нашего времени. То есть в течение 3500 лет люди приходили на одно и то же место и наносили эти рисунки. В этом уникальность этой скалы. Конечно, в мире очень много наскальных изображений древних людей. Сегодня в списке ЮНЕСКо числится 42 района наскального искусства, которые характеризуются исключительной иконографии изображений. Но если взять отдельно Россию, то в 2021 году российский объект петроглифы Белого моря и Онежского озера включен в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Также в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКо включены два российских объекта: это Шульган-Таш, Капова пещера в Башкортостане, и Сикачи-Алян в Хабаровском крае. Проведя анализ всех объектов всемирного культурного наследия по наскальному искусству, можно сказать, что наш Суруктах-Хая имеет все возможности для включения в список всемирного наследия. Суруктах-Хай – важный объект культурного наследия. Единственный памятник наскального искусства Якутии с такой большой концентрацией рисунков на одной скале. При этом памятник находится под угрозой уничтожения. Скала Суруктах-Хая испытывает постоянное природное и антропогенное воздействие, угрожающее его физической целостности и сохранности. Это связано с повседневной хозяйственной деятельностью, нерегулируемым туристическим посещением, а также интенсивным ежегодным природным воздействием. Очевидно, что для включения в список ЮНЕСКо необходимо провести значительные охранные и консервационные мероприятия, поднять престиж памятников наскального искусства в глазах общественности. Стоит сказать несколько слов об истории изучения памятника Суруктах-Хая. Начало научному изучению святилища было положено в августе 1939 года якутским этнографом Андреем Андреевичем Савиным. Исследователь описал священную скалу, зафиксировал многочисленные рисунки, жертвенные места,
записал фольклорные материалы и распространенные сведения о скале и соответствующих поверьях. К сожалению, отчет Савина так и остался в рукописи. Многочисленные цитаты из него приведены в монографии Алексея Павловича Окладникова и Веры Дмитриевны Запорожской. Летом 1941 года на Суруктах-Хае работала Ленская историко-археологическая экспедиция в составе Алексея Павловича Окладникова, Веры Дмитриевны Запорожской и Ивана Ивановича Барашкова. Материалы этих исследований в полном объеме были опубликованы только спустя 30 лет. Монография вышла в 1972 году. До ее выхода опубликовались лишь общий вид скалы и отдельные рисунки. После выхода в свет монографии Окладникова и Запорожской в изданиях воспроизводились наиболее эффектные графические материалы, относящиеся к святилищу на Мархе. Несмотря на то, что ученые характеризовали святилище как выдающийся памятник наскального искусства Северной тайги, с 1941 года до начала 21 века памятник не изучался специалистами. Ситуация изменилась в 2009 году, когда святилище Суруктах-Хая на Мархе посетил известный в Якутии путешественник и фотограф-любитель, предприниматель Макаров. Он передал Музею археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета комплект сделанных им фотографий и право на их использование в научных и музейных целях. Благодаря Макарову у Музея археологии и этнографии появилась возможность оценить состояние скалы и рисунков, спланировать экспедицию для повторного изучения в 2011 году, выделить основные проблемы и методы их разрешения. С археологической точки зрения святилище Суруктах-Хая важна для понимания культурно-исторических и социальных процессов эпохи ранней бронзы Сибири и Дальнего Востока. В Якутии этот период датируется временем 4800-3000 лет назад. Эпоха ранней бронзы Восточной Сибири является очень насыщенным и динамичным периодом в древней истории, когда во многих таежных регионах еще продолжают существовать неолитические традиции, но уже начинают распространяться инновации раннего бронзового века. Этот период характеризуется широкими контактами, интенсификацией межкультурного взаимодействия. О широте контактов свидетельствуют встречающиеся на огромной территории Северной Азии сходные элементы искусства, как монументального, так и мелкой пластики и украшений. На писанице Суруктах-Хая выделяется 4 группы рисунков. В самой верхней слева композиции представлен ряд из человеческих фигур, показанных в очень специфической манере с треугольными туловищами. Подобные изображения широко представлены в наскальном искусстве не только Восточной, но и Южной Сибири. Например, известна композиция на Шалаболинской писанице, относящейся к кукуневской культуре эпохи ранней бронзы. На Востоке подобные изображения представлены на писанице Мая в бассейне реки Алдан и петроглифах Сикача Аляна на Нижнем Амуре. Так называемые клиновидные фигурки также имеются на керамике глазковской культуры ранней бронзы Прибайкалья. Таким образом, рисунки Суруктах-Хая свидетельствуют о каких-то глобальных изменениях в религиозных практиках Древней Якутии, которые также затронули всю Северную Азию. Подобные изображения на Байкале интерпретировались Окладниковым как свидетельство зарождения шаманизма. Однако сами рисунки дают только часть информации исследователям. Огромное значение для понимания роли святилища в древних обществах имеет ландшафтный контекст. И исследователи отмечали некоторые очень важные особенности скалы Суруктах-Хая, связанные с солнечным освещением в разное время. Эти эффекты многочисленны и разнообразны. Облик громадной скалы претерпевает поразительные трансформации в зависимости от освещения. А сами рисунки то как бы исчезают в слепящих лучах восхода, то становится ярче на как бы подсвечивающейся изнутри скалы на закате. Уже Савин в 1939 году отмечал, что надписи на скале меняются. На месте старых появляются новые. Он также записал местные поверья, связанные с такими зрительными эффектами. Надписи начертаны могущественным духом, обитающим на этом утесе. Он представляется иногда в образе женщины-духа, хозяйки реки Мархи, а иногда в образе духа хозяина леса Бая-Баяная. Таким образом, писаница Суруктах-Хая важна не только для изучения кроссконтинентальных культурно-исторических процессов, но и для понимания мировоззрения и религиозных практик древнего народа Якутии, специально выбравшего скалу Суруктах-Хая для создания святилища. Федеральный университет Ебельнен, он Русское географическое общество Ебельнен каллибит, бихекинер яннер би буман гулуху додуга калеммит,
туран бу ургуйдар туक्त солталактар ден иде хумбарым. Тыгынты 904 сыллаха партия обкомун 11 пленума болан. Онна Андрей Иванович Захаров ден обком идеология секретары доклад ағыр. Докладын тематы көрілер вопрос политической массовой біле тегергерді. Онна болағана де бұл тоқолтылай дер болаға бұл түн бұлырғы историян тария, онна өретек бұтын нада ген, кене ақылатынғаптың лаппа чөйдік беселлер, онна Андрей Иванович Улаханы өйөбітті кехеті. Баға қайрын историятын хұры yoqынады ген. Бұл балар тухалылар хәпті. Онна görgük прокопшиш башарын тыл әтір, отсоға әдер кей олайды. Онна кене сүннен история вопростарға тоқтур. Онна тарихчы бір маннагынан bu manlık hurukta hedderi karıştır tuğunan boprohu kötör. Ana minen tıl eterger eter bu ayas bılırgını utarır dönler bağlar diyen. Hoturutatı bir kihi moksoğullah hurugun addata derin tuğunan behek isteyip bittiyen. Manlık bollahın behe tavallı vak bitti. Olihin bu hurukta hedderi behe karıştırıqtaq bitti. İnneğinden bu plenumga vakan cülehi tümügünen sünne baharlılar Виктор. Это хакаһерин историятын хуруyu туһунан вопрос. Уанна институт директоры этер бе группа териди биттен. Историяны хурьерге ден. Манна 4 томна оңлук битетеген. Онтон 3 томга тоқтудар. Уанна Алексей Павлович Акладниковка хорудах быһытынан, уанна кепсети быһытынан сака сирин түн булыргыта ден манныгы туму хурьерге хорудах ылар оны үлелән баран. Иван Иванович Барашков хақы хұрықта әтеген статья белем ден. Онту өті мана қағыққа таққан баран 1904-2 ғыллаққа Пет институт кенеге тахары хақылар хұрықтарын туғынан онны 2 статья кирар. Қолы бұра ақылатынға кен, оны Барашков Иван Иванович кен. Барашков олыча экспедицияға дер болды. Енегінен хорақ белейлері де бұл манна оğul Ленаны олучу öğretildir buldu. Ol onunla dеревня Тюркская tılgı var belirleri, znakları, olatı bilingini hanatı tut. Bukva da diyekbütü hep dorğonları tengnen kine bir ulakımanlık jongu öy hana var. Hakalar bılır hurukta aktar bulunsa. Toyda manlık belirleri o hirge varlar, bir hirge varlar.